Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «Акцент», в студии Анастасия Алексеева. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор автономного учреждения театра Олонхо Мария Турантаева. Добрый день, Мария. Доброе утро. Мария Васильевна Турантаева, исполнительный директор автономного учреждения театра Олонхо, отличник культуры Республики Саха-Якутия, родилась 22 февраля 1981 года в село Верхневилюйск Верхневилюйского района. В 2003 году окончила Московский институт потребкооперации по специальности экономист. В 2008 году окончила Академию труда и социальных отношений по специальности юрист. С 2011 года работает исполнительным директором автономного учреждения Республики Саха-Якутия театр Олонхо. Сегодня героический эпос Олонхо является визитной карточкой нашей республики. И в течение 10 лет плодотворно работает театр Олонхо. И какие успехи и планы у театра? В этом году театр Олонхо, как вы уже сказали, исполняется 10 лет в марте месяце. И в течение вот всех этих 10 лет у нас произошли очень большие сдвиги в сторону развития. У нас, конечно, уже есть и большие взлеты, можно сказать. Можно сказать, что у нас приглашают на различные фестивали, в том числе и Национальная театральная премия «Золотая маска». Мы уже выдвинуты во второй раз. В этом году мы поедем во второй раз. Будем надеяться на успех. И каждый год, кроме того, что были в 2014 году номинированы тоже на «Золотую маску», в 2 номинациях, как лучший режиссер Степенида Борисова и лучший спектакль «Малая форма» спектакль «Удаганки». Каждый год мы практически включаемся в лонг-лист Национальной театральной премии. Кроме того, активно принимаем участие на таких фестивалях региональных, как «Желанный берег», «Сата». И кроме того, в обязательном порядке гастролируем, стараемся показывать как можно больше спектаклей для наших зрителей. И с самого начала до сегодняшнего дня можно сказать, что у нас коллектив вырос за этот период. Сначала было в театре всего 5 человек, а потом сейчас 106 человек работает. Получается, что мы на 101 человек прибавились. И кроме того, что театр Олонхо показывает спектакли, ездит на гастроли, участвует на различных театральных и кинофестивалях, кстати, да. И кроме этого, мы еще и организовываем и проводим ИСЭХи Олонхо, который у нас проходит в Улусах. В этом году мы готовимся в городе Алдане и надеемся, что у нас все получится. И по итогам 10 лет можно сказать, что у нас квалификация актеров и режиссеров и так далее ежегодно повышается. И Олонхо — это достаточно сложный жанр, но тем не менее мы медленно, но верно идем к своей цели. И будущие планы театра? В будущем, конечно, у нас в этом году планируется 4 новых постановок, 2 малые формы, 2 большие формы. И на «Золотую маску» как раз-таки в марте месяце собираемся. И самое интересное и примечательное то, что есть еще такой фестиваль, называется Russian Golden Mask. Это получается, когда иностранные театральные критики и журналисты, и, соответственно, продюсеры приезжают и тоже делают свой отбор, смотрят, и, соответственно, про эти спектакли они у себя публикуют в своих соцсетях и, соответственно, в своих СМИ. Кроме того, театр Олонхо, естественно, в дальнейшем тоже планирует развиваться, опять же, ездить на гастроли. И в целом мы ведем работу для того, чтобы Олонхо дальше продолжил свой путь на мировой арене. Мы практически каждые 4 года делаем еще и такой фестиваль, как «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо», куда как раз-таки собираются все шедевры ЮНЕСКО, признанные ЮНЕСКО. И это достаточно такое красочное, фееричное, не то чтобы шоу, а праздник получается, да. И люди, которые проживают здесь, на территории Якутии, у них появляется возможность увидеть эти шедевры воочию. Как вы считаете, почему нужно знать Олонхо? Олонхо, на самом деле, это жизнь. То есть это получается, конечно, там всегда бывает борьба добра со злом, но в итоге все равно заканчивается идеальным, таким очень красочным, хорошим концом. Поэтому, на самом деле, это представление об идеальной жизни, и каждый из нас должен к этому стремиться.
И всегда же говорится, что вот Аланхо всегда со счастливым концом. Соответственно, вот каждый из нас очень как бы желает прожить очень счастливую, долгую, красивую жизнь. Поэтому, мне кажется, Аланхо — это и есть жизнь. Поэтому каждый из нас хотя бы как мужчина, как женщина, как ребенок должен знать, что это такое. Ну и, соответственно, там в Аланхо есть все, и традиции, и культура, и все, что угодно можно найти, имеется любой ответ на любой вопрос жизненный. А как воспринимают школьники и молодежь Аланхо? Школьники и молодежь, ну сейчас мы живем в эпоху цифровых технологий, поэтому и достаточно такое большое количество информации ежедневно, ежечасно, ежесекундно поступает, естественно, до наших детей, до молодежи, но тем самым как бы есть определенное осложнение. Если в свое время, в старину, Аланхо суд был единственным источником информации, вот когда он из дома ходил в дом, соответственно, он приносил с собой вести, привозил с собой новости, новые рассказы, новые Аланхо. А тут, получается, нам, конечно, бывает немножко как бы сложно, но тем не менее сейчас молодежь и дети, они сами интересуются. Вот когда мы ставим свои спектакли, вот спектакль для чего не нужен? Для того, чтобы транслировать через спектакли Аланхо. Вот есть такое интересное высказывание у Андрея Борисова, это основатель нашего театра. Слово слышится, слышимое видится. То есть, получается, сначала было слово, которое мы слышали, а теперь мы можем это слово уже увидеть. То есть, и благодаря вот нашим театральным постановкам, вот кукольным спектаклям по Аланхо, которые вот мы ставим, и молодежным спектаклям, ребята имеют возможность соприкоснуться непосредственно с Аланхо. И у нас еще есть такая молодежная игра республиканского формата, называется «Битва в стиле Аланхо». То есть тут ребята собираются в команды, ну и друг с другом соревнуются на лучшие изречения, лучшие вот такие импровизации. Ну и, соответственно, у них бывают еще и домашние задания, но что-то схожее с КВНом получается. Но, тем не менее, тут самое главное тоже слово. То есть насколько хорошо они владеют языком Аланхо, соответственно, они являются и победителями. Вот. Ну и, кроме того, у нас коллектив достаточно молодой, средний возраст это где-то 25-28 лет, поэтому все равно же интересно на своих сверстников посмотреть, на молодых ребят, которые вот занимаются и Аланхо, ну и культурой в целом. Еще какие работы ведутся для того, чтобы была аудитория, которая слушает и знает Аланхо? Первый раз, когда мы только начинали, было очень мало аудитории. Но сейчас с каждым годом мы ежедневно ведем эту работу для того, чтобы и молодежь, и население, и взрослые, и дети соприкоснулись с Аланхо. Мы каждый день и в соцсетях, и через друзей, через знакомых, через свои афиши, через свои спектакли, через определенные вот интервью там и так далее, да, и через мастер-классы мы стараемся, чтобы Аланхо стала частью жизни. То есть, получается, это не то, чтобы вот какое-нибудь там старое, забытое там и так далее, а наоборот, что это новое, актуальное, современное и никогда не теряющее свой интерес, получается. И для этого мы, естественно, выезжаем очень много в улусы, очень много выездов делаем, стараемся побольше спектаклей показывать, ну и в различных соцсетях вести разговоры про Аланхо. Спасибо за беседу. Вы смотрели передачу «Акцент».